Всем привет! Сегодня мы с вами установим мультивалютный кошелек Exodus, пополним его криптовалютой и выведем ее обратно на биржу. Над созданием кошелька работали Джей Пи Ричардсон и Дэниел Кастанолли. Если что, это сердечко пририсовал не я, оно было на сайте. По неизвестной причине у меня не получилось зайти на exodus.io ни через Google Chrome, ни через Brave. Поэтому пришлось воспользоваться индийским браузером Epic со встроенным VPN. На официальном сайте его можно скачать как на Mac, так и на Windows. Открываем архив и перетаскиваем логотип браузера в папку программы. Как видите, процесс установки не занимает много времени. Тут мы можем перейти на встроенный прокси для сокрытия действительного IP-адреса. Я выбираю Германию. Заходим на сайт Exodus и нажимаем на кнопочку «Скачать». Выбираем свою операционную систему. Кликаем на установочный файл и перетаскиваем логотип кошелька в папку программы. Добро пожаловать в Exodus. Приступаем к изучению интерфейса и возможностей приложения. Во вкладке Wallet располагаются поддерживаемые полноценные коины и токены. А также имеется встроенный обменник Shapeshift, позволяющий совершать конвертирование крипты внутри Exodus. Удобно для тех, кто не торгует на биржах, а просто инвестирует в криптовалюту. Но тут вас поджидает подводный камень в виде двойной комиссии. Поскольку Shapeshift и Exodus – это два разных сервиса, заплатить придется как разработчикам кошелька, так и разрабам обменника. Для того, чтобы начать пользоваться Exodus, его нужно пополнить на любую сумму. Это может быть биткоин, но у меня имеется Basic Attention токены, и я прямо сейчас их сюда отправлю. Копируем адрес в буфер обмена и отправляемся в то место, где хранится онная криптовалюта. Недавно разработчики блокчейн-браузера Brave отправили мне на кошелек Uphold несколько токенов BAT за то, что я монетизировал свой сайт и YouTube-канал в их системе Brave Payments. Ссылка на обзор браузера будет в описании под этим видео. Попадаем в аккаунт сайта Uphold и выводим отсюда все имеющиеся Basic Attention токены в Exodus. Перевод осуществляется мгновенно. На балансе появилось $10. Теперь мы можем создать пароль, повторить его и записать на бумажку, либо распечатать на принтере секретную кодовую фразу, состоящую из 12 слов. Ее никому нельзя показывать, она должна храниться в надежном месте. Это может быть сейф или банковская ячейка. С помощью кодовой фразы вы сможете восстановить свой кошелек на любом другом устройстве. Последний пункт настроек предлагает указать адрес электронной почты, на которую придет ссылка для восстановления, которую нужно будет использовать при необходимости. Готово. Первым делом я иду в настройки и меняю валюту общего баланса с доллара США на российский рубль. Потому что в баксах ориентируюсь не так хорошо, как в рублях и в биткоинах. Также в настройках можно поменять дизайн. В свое время один из создателей данного кошелька Дэниел Кастанолли сотрудничал с такими большими компаниями, как Apple, Nike, Louis Vuitton и так далее. Благодаря ему Exodus и имеет такой крутой дизайн. Мне больше всего нравится Deep Space – глубокое пространство. Во вкладке «Активы» мы можем скрыть или добавить кошельки поддерживаемых криптовалют. Мои любимые – это BET, Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Давайте пополним кошелек и эфирчиком. Копируем адрес в буфер обмена. У меня на бирже Binance как раз осталось чуть-чуть ETH. На ваших глазах происходит вывод средств с лучшей на сегодняшний день криптовалютной площадки. Ссылка на подробный обзор этой биржи будет ждать вас в описании под этим видео. Баланс успешно пополнен эфириумом. Также я читал в новостях, что Exodus начал с недавних пор поддерживать блокчейн китайского коина NEO. Давайте его добавим ради эксперимента и разнообразия. Копируем адрес, заходим в Neon Wallet. Ссылку на обзор и этого кошелька я тоже добавлю в описание под этим видео. Отправляем один NEO, соглашаясь с условиями операций. Еще раз заходим в Exodus. В очередной раз восхищаемся дизайном. NEO успешно добавлен. Сейчас я покажу, как можно обновить наш кошелек. Заходим на сайт, обнаруживаем обновления, их скачиваем, точно так же перетаскиваем лого в папку программы и нажимаем на кнопочку «Заменить». Тут все легко и просто. А если вы хотите копнуть глубже и узнать местоположение ваших приватных ключей, я покажу, где они скрываются. Пожалуйста, приватный ключ эфириума. По нему мы можем попасть в MyEtherWallet, официальный кошелек для хранения эфирчика и токенов, основанных на протоколе ERC-20. Смотрите, адрес нашего кошелька и баланс ETH абсолютно совпадают с данными из Exodus. А если мы нажмем на кнопочку «Показать все токены», то увидим достоверный баланс BAT, точный вплоть до копеечки, то есть вплоть до сатошечки. Сатошечка. Сатошечка. Прикольно. Ладно. По тому же пути мы можем найти закрытый ключ NEO, как ни крути. Копируем его и через кошелек Neon попадаем в недра платформы смарт-контрактов и первый блокчейн-проект с открытым исходным кодом из Китая. Йоу!
Видим, что у нас тут исправно вырабатывается газ. Забираем его. Точно так же, как ровный пацан забирает девушку у родителей, у подруг, чтоб уже ни с кем не делить ее и не отпускать по утру. Дочерняя криптовалюта NeoGas появилась на балансе. Но после того, как я порылся во внутренностях китайской платформы, стало отображаться не один, а два Neo. Опачки! Подъехали обновления. Написано, что апгрейд можно делать внутри кошелька. Обновляемся. Несмотря, что транзакция одна, на балансе видно Neo почему-то два. Раз так, значит я зайду на биржу Binance, скопирую оттуда адрес Neo и попытаюсь вывести монеты из Exodus. Нажимаем на кнопку «Отправить». Выскакивает табличка с информацией об ошибке. Неужели я обнаружил недоработку в их системе? Сообщу-ка я, накатаю-ка я маляву разработчикам. Нахожу на сайте email техподдержки, составляю описание ошибки, прикрепляю скриншот и задаю вопрос. Почему у меня не получается зайти из России на ваш сайт через Google Chrome и Brave браузер? В ответе говорится, что у них нет возможности проверить мой кошелек дистанционно, поэтому просят экспортировать и отправить им безопасный отчет в zip-файле. Также пишут, что сайт работает исправно на всех доступных интернет-браузерах. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого как открывается сайт. С Google Chrome, Brave и других браузеров загружается без проблем или так же, как у меня? В нижнем левом углу находим раздел «Справка». Нажимаем на надпись «Служба поддержки только что запросила мой безопасный отчет». Кликаем по кнопке «Export Safe Report», после чего на рабочем столе оказывается тот самый архив. Прикрепляю к письму и отправляю. Подкатывает обновление 2019 года. Дизайн заглавной страницы становится гораздо кучерявее. Пока техподдержка разбирается в безопасном отчете, давайте пополним баланс главной криптовалютой. Кстати, это биржа Stacks. Тут я обменивал на биткоин Callisto, доставшиеся мне после колд-стейкинга. Следующее видео я планирую посвятить обзору этого интересного протокола. BTC поступает, диаграмма Exodus становится еще красивее. Приходит письмо. Служба поддержки пишет о том, что нужно нажать на логотип Neo. Сделать, так сказать, рескан блокчейна. О, получилось! Нужно было всего-то-навсего нажать на одну кнопочку. Теперь вы знаете, что делать, если с вами произойдет подобная ситуация. Плюс вы увидели, как быстро и ответственно работает техподдержка. Ну и для полноты картины нам остается вывести криптовалюту из Exodus Wallet на биржу, либо в другой кошелек. Жмем на кнопку «Отправить», вставляем адрес биржи, указываем сумму отправки. Я убираю весь баланс. Обратите внимание, Neo отправляется абсолютно бесплатно. По точно такой же схеме отправляем биткоин. Вставляем адрес получателя, вводим сумму. Комиссия майнерам за этот перевод составляет 14 рублей 16 копеек. Окей. Монеты отсюда ушли и почти что поступили на биржу. Neo, работающий на протоколе Proof of Stake, оказался быстрее биткоина с его протоколом Proof of Work. Тем не менее, оба коина успешно приходят на счет биржи Binance. Друзья, благодарю за то, что вы досмотрели это видео до конца. Очень рад тому, что подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии. Респект, с вами Кokrash, мир, до связи.